году наверняка будут определенные трудности с обеспечением электрической энергии страны. Ясно, сейчас вот буквально максимум уже 13 миллиардов будет воды. Дальше уже после 15 августа вряд ли растаивание ледников, снега. Поэтому воды, конечно, будет мало. Естественно, надо думать, в каком режиме, чтобы работал ТЭЦ города Бишкек. Но, с другой стороны, если мы полностью загрузим ТЭЦ Бишкек для выработки электрической энергии, естественно, себестоимость электрической энергии повысится много. Поэтому здесь, поскольку тариф остался на электрическую энергию, как прежде, 77 тинов за киловатт-часов, а себестоимость очень высокая, это невыгодно энергетическим компаниям. Поэтому этот вариант не очень такой экономический получается. Поэтому закупка электроэнергии из соседних стран – это, значит, нормальное явление. С Казахстаном, с Узбекистаном у нас есть договоренность уже ранее. А вот с Туркменистаном такой появился впервые, да, и в последнее время, когда наш президент был в Узбекистане. Туркмены вроде обещали электрическую энергию продать нам в 2 раза дешевле. В 2 раза дешевле от чего? Значит, мы не поняли. В 2 раза дешевле. От какой цены исходить? Вот это непонятно. Но мне кажется, поскольку они электрическую энергию получают с ТЭЦ, теплоэлектроцентрали, где топится газом. Это, возможно, будет дешевле, чем топка с углем. Поэтому, может быть, у них дешевле окажется электрическая энергия. Чем ниже, тем лучше, потому что мы же своим потребителям будем продавать по 77 тинов. Поэтому приемлемость именно на этом уровне должно быть. Через Узбекистан можно, только за транспортировки надо платить. И все. Я думаю, узбекам это будет выгодно. Они не откажут. Вы все знаете, очень тяжелые. 11 миллиардов, это вообще в это время уже порядка 14 миллиардов было. Сейчас еле-еле 11 миллиардов. Поэтому дефицит воды обязательно возникнет. А потребление зимой, знаете, 2-3 раза больше, чем летом. Если летом где-то до 30 миллионов, то зимой 70 миллионов киловатт-часов в сутки потребляем. А потребление растет, а у нас же мощности нет. Ничего нового не строим. Реконструкция Автовольска есть, идет, других есть. А вот новое строительство, я постоянно твержу, что надо завершить строительство Камбарат-1. Тогда вот эта проблема. Лето, зима. Допустим, погода, то есть в этом году сухостой, воды не будет, в этом году много воды будет, таких проблем не будет. Об этом твердим, но тут надо решать проблемы. Обязательно строить надо Камбарат-1. Тогда вот этот комплекс Камбарат-1, Токтагульский каскад и Токтагульское водохранилище в водоэнергетическом режиме, то, что планировали еще давно будет работать и на воду, на полив, и на электроэнергию. Спокойно будем жить и потреблять, и экспортировать даже. Вот то, что строим сейчас 50 тысяч в Афганистан, Пакистан, это будет полезная вещь. Ну, Узбекистан, если договорятся, я же говорю, если вот из Среднеазиатской республики недавно собирались, решали проблемы, если будет жить мирно, дружно, решать экономические проблемы вместе, этих проблем не будет. А почему, если они поставляют, договариваются, это 3 республики, не решать эту проблему? Решать надо, это полезно для всех. Сейчас поставлены тарифы, там у нас меняется, я не знаю, надо тарифы решить на постоянной основе. Я постоянно твержу, надо социально неимущим, малоимущим населению надо дать поблажку, надо поддержать их надо не трогать даже, а вот богатым надо побольше надо.
У них во дворе, допустим, бассейн с подогревом, полы подогревом, живут в коммунальных квартирах. Нельзя же, чтобы одинаково платили с бедным слоем населения. Поэтому надо вопрос решать, надо капитально. Электроэнергия — это товар, хлеб, понимаете? Да. Везде, всюду так. А у нас тарифы то вверх, то вниз. То в течение 5 лет ничего не менялись. Сейчас электроэнергокомпании тяжело дышит. Никто не представляет, если будут большие проблемы, вот эта катастрофа, когда целая область не будет снабжена электроэнергией, вот тогда будет проблема. Все оборудование устаревает, понимаете? 40-60 миллиардов долгу, низкие станции. Это же тяжелая проблема. Поэтому надо решать ее. Азыркы учурда президент деле билбей калып атпайбы көп нерсени. Бер жактагы эле чиновниктер билип, тендерди өткөрмүш болуп, бирдеме кылып эле анан орто жолдон баягы жоготууга учурап атабыз да. Ошондуктан биринчи, эгерде керек болсо, абдан керек болсо тендер менен алса болот. Бул биринчиси. Экинчиси биздин кубаттуулук, электр энергиянын кубаттуулугу эгерде сары эсеп салып, жакшынакай эсептесе жетиши толук ыктымал. Азыр деле немеде Токтогул кесинде суу көтөрүлүп эле калды. Тендер жарыялаш керек, сөзсүз тендер менен. Анан баланча менен эле бүттү деп кайганда болбойт анда. Алар мүмкүн асмандын башына айтып коерду, орто жолдон ортомчулар ээлеп кетер көп акчаны. Антпей тендер элдин баарына айтылып, прессада кабыл алынып, мына мындай болду, тендер өткөрдүк десе, анан барып эле мына макулдашып кол койдук деп койгондо болбойт.